Сортировать мусор на пластик, органику, стекло и бумагу. Задача не трудная, но не для всех выполнимая. В этом году волонтеры-экологи получили 25 место среди 85 регионов Российской Федерации в национальном экологическом рейтинге. И оно заслуженное. Экологический форум «Вода России. Сад памяти». Список акций, проводимых за этот период, немалый. Если кому-то для субботника нужен повод, то для этих ребят это рабочие будни. Посадить деревья, очистить устья реки. Для них приятные хлопоты, признается Исроап Алцичоев. Тем более сейчас, когда экологическая ситуация радует. Вот в последнее время, даже когда мы уезжали в Джейрах, в Слепцовск, Сурхахи и так далее, мы даже не могли найти место, где можно устроить субботник. Уже как бы было чисто. Но в первое время, когда мы начинали, то есть когда я начинал, то есть 2 года назад, были такие места, где очень вот, загрязненные места, что ты видишь и удивляешься, как человек может пойти и КАМАЗами вот так выбрасывать весь мусор. Просто там, где все деревья, все, вот, течет река, а там везде есть мусор. Ты этому удивлялся, но с помощью, в первую очередь, Аллаха и своих друзей мы постарались, поработали там и как бы очистили. И на данный момент вроде ситуация получше стала. Да. Ситуация лучше не только в экологии, но и в экопросвещении. И практически каждый месяц добровольцы разъясняют, кто такие экологи и в чем их главная миссия. Благодаря активной работе сотрудников Министерства природных ресурсов и экологии за год республика смогла подняться на 4 пункта в рейтинге «Зеленый патруль», главной целью которого является воспитание бережного отношения к природе у детей и молодежи. Данный рейтинг является очень весомым. Дело в том, что это вся работа большого коллектива министерства. Но, поверьте, не меньшую роль в этом мероприятии и повышении рейтинга региона приняли участие наши волонтеры. Потому что это ребята, которые бескорыстно всегда откликаются на первый наш зов, которые всегда участвуют во всех наших экологических мероприятиях. Это не только субботники, это также большие масштабные акции, которые мы проводим по посадке деревьев. Встреча за чашкой чая не просто повод, чтобы обсудить планы на будущее, но и вспомнить все проведенные вместе мероприятия и самую приятную часть – награждения волонтеров медалями из рук главы региона. Хочу отметить, что это первая медаль среди субъектов. Есть медаль волонтеров президента России Владимира Владимировича Путина. Среди субъектов Махмуд Алимов Шарипович издал своим распоряжением, отвел эту медаль. И в рамках акции «Сад памяти», которая у нас, международная акция «Сад памяти», которая у нас прошла в апреле текущего года, были награждены 14 волонтеров. Так раз Исроап, я одни из первых. Это ребята, которые действительно принимали участие во всех мероприятиях. Не просто ради галочки, а всегда во всех наших мероприятиях всегда откликались. Если одни только начали работать в эко-направлении, то Адам Ярыжев в этой стези до того, как это стало мейнстримом. Парень уже давно связал свою жизнь с волонтерской деятельностью. Сейчас он возглавляет студенческое сообщество добровольцев. На счету не 1 десяток мероприятий, но этой награде рад больше всего. Больше всего мне понравилась акция «Сад памяти», так как там мы участвовали очень много волонтеров и была такая дружеская компания. Мы участвовали в подготовлении всего этого мероприятия, работали и ночью, и днем. Какого быть награжденным медалью, там эмоции не передать. Было очень приятно и как бы эмоционально получать медаль от главы и как бы находиться в первых числах, кто получил эту медаль. Главной изюминкой этого года стало и проведение первого международного экологического форума общественных организаций МАГАЗ-2021. Участие приняли более 170 волонтеров из 40 регионов России и 12 зарубежных стран. К слову, на нем установили 2 рекорда России. Но на этом экологи решили не останавливаться, теперь готовятся к следующему мероприятию. Прийти на мероприятие и отведать блюдо может любой желающий, но при этом важно соблюдать главное правило – убрать за собой мусор, ведь не только от действий волонтеров зависит, в каких условиях будут жить следующие поколения. Ответственность на каждом из нас. Не мусорьте, пожалуйста, убирайте за собой, потому что в первую очередь нашей религии это запрещено. Во вторую очередь это как человек не может себе позволить такое. Я как волонтер-эколог очень сильно хочу вас призвать этому, чтобы в нашей республике, у нас и так маленькая республика, чтобы хотя бы здесь было очень чисто было. Невыдуманные факты загрязнения окружающей среды, казалось бы, должны перевернуть сознание людей, но на деле переворачиваются только пластиковые бутылки. Только за прошлый год в стране провели более 11 тысяч субботников. 822 тысячи человек в течение года очистили около 18 тысяч километров береговой линии, а Ингушетия уже который год занимает первые строчки в эко-акциях. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.